Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. Все мы надеемся и верим в то, что совсем скоро наша суровая якутская весна будет нам благоволить. Снег растает, лужи высохнут, и откроются дачные и, как следствие, шашлычные сезоны. Люди все чаще начнут выезжать на природу, и здесь очень важно соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить пожар. Об этом и не только об этом поговорим с моими сегодняшними гостями. Андреем Коноплевым, заместителем министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия, и Александром Гайдей, заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Ну что ж, добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, давайте начнем с того, какие правила действуют у нас в стране по установке мангалов, сжигания листвы и мусора. Поменялись они как-то или что-то там такое? Я слышала краем уха, что они поменялись. Ну, давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос. С 1 марта текущего года, действительно, были внесены изменения в правила противопожарного режима Российской Федерации в части установки мангалов, жаровней, барбекюшницы и тому подобное. Если раньше это было общее правило, требовалось 50 метров от любых объектов на территории, допустим, частного владения или еще какого-то владения, то сейчас эти расстояния существенно сокращены. Мангалы сейчас допускается устанавливать, если это именно мангалы, а не открытое разведение огня, на расстоянии 5 метров до объектов. До объекта любого? Да, до объекта любого. То есть, но тут сразу скажу, что это касается только частных владений. Если это какой-то многоквартирный дом, какая-то территория местности населенного пункта, то тут вообще у нас все запрещено. То есть, получается, на даче у себя я могу мангал поставить в 5 метрах от дома, а возле гаража, например, большого кооперативного, мангал поставить это уже запрещено? И в лесу, если не обустроенное место, то тоже не можете. Ну и плюс, если в лесу не введены дополнительные ограничительные меры, то там все виды, включая открытый огонь, включая мангалы, они категорически запрещены. А с сжиганием листвы и мусора что? Можно жечь? Сжигание листвы и мусора, тоже сейчас остановлюсь. Именно на территории, будем говорить про территорию населенных пунктов, земли сельхозназначения, также сокращены были расстояния при сжигании. Опять же касается дачных участков. Там у себя можно сжигать на расстоянии, если это открытая местность, на расстоянии 15 метров. От объекта, допустим, от дома, от гаража, от бани. Если сжигание идет в какой-то емкости, допустим, металлической бочки, еще какой-то емкости, которая ограничивает распространение огня, то данное расстояние можно сократить до 7,5 метров. Но, опять же, подчеркну, во-первых, должны быть первичные меры пожаротушения, допустим, огнетушители, бочка с водой, а также запрещается сжигание, если на территории республики или на территории конкретного района введен особый противопожарный режим. То есть тогда применение открытого огня вообще запрещается. А у нас ведь, что касается города Якутска, обычно вводят этот режим как раз на майские праздники обычно. Он же вводится тоже не просто так. Это как раз майские праздники просто выпадают на этот пик горимости. И мы входим в пожароопасный сезон обычно. Это как раз сейчас будет сходить снежный покров, и вся сухая трава будет за счет солнечного прогрева подсыхать. И в связи с этим, как только начинают учащаться возгорания, соответственно, этот особый противопожарный режим и вводят как ограничительную меру, которая вводит эти все ограничения на пользование как открытым огнем, как уже говорили, и может в некоторых даже ограничивать пребывание граждан в лесном массиве. Но это, опять же, все по ситуации, по горимости. У нас, в принципе, ежегодно он практикуется, и он как раз в первый период лета дает свои плоды в части ограничения этих возгораний из-за нарушений правил пожарной безопасности. А там какой штраф там за это, за нарушение этих правил? Про штрафы говорить, у нас ведомство хоть и занимается одной задачей, чтобы не дать распространяться огню
как на территориях иных категорий, так и на территории лесного фонда, все-таки правила у нас немного отличаются, и, соответственно, санкции Кодекса об административных правонарушениях, они тоже немного отличаются. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах тоже вот эти все проблемы 2021 года, проблемы 2010 года Московской области, они привели к тому, что законодатель увидел и начал ужесточать именно штрафы для граждан в первую очередь. То есть просто за нарушение правил пожарной безопасности на сегодняшний день для граждан это составляет от 15 до 30 тысяч. А если эти деяния в особый противопожарный режим, то, соответственно, санкция увеличивается. А если ты стал причиной лесного пожара, что твои действия повлекли, то там в разы больше, то есть от 50 до 60 тысяч. Это граждан. А если говорить в разрезе там, юридических лиц, то там штрафы на сегодняшний день более миллиона. Но есть же какие-то специально отведенные места для подобных В мероприятий? лесу, как до момента введения особого противопожарного режима, либо чрезвычайной ситуации, в лесу все это можно делать в специально отведенных местах, оборудованные места для разведения костра, то есть это кострище должно быть оборудовано и окомлено минерализованной полосой, чтобы избежать переход огня на лесной массив, даже если вдруг вы некачественно затушили костер. Ну, а вы какие-то рейды проводите, вот, ну, методы профилактики же, да? Вот расскажите. Да, ну у нас, значит, уже во всех районах, в том числе в городе Якутске, созданы патрульно-контрольные группы, которые состоят из сотрудников МЧС, сотрудников МВД, прокуратуры, органов местного самоуправления, ну и где-то дополняются общественными организациями. С 24 апреля у нас по приказу Главного управления начинается проведение рейдов уже полностью на территории всей республики. И, соответственно, ну, это, конечно, будет в первую очередь проводиться рейды в общедоступных местах, которые используются для разведения костров, шашлыков, да, и тому подобное. Ну, за исключением, конечно, я сразу вот оговорюсь, дополню. Ответ в части том, что, допустим, на территории города Якутска у нас в 2017 году принято было распоряжение городской администрации о том, что есть определенные места для разведения шашлыков, ну и тому подобное, для выезда на природу. Это Владимировка, если я не ошибаюсь, да? В сторону Владимировки. Да, это два места на Покровском тракте. Это 20-25 километр. Там, соответственно, влево и вправо соответственно. Потом это Намский тракт, 22 километр. И мыс Кангаласский. Вот 4 места закреплены распоряжением администрации. Вот. Соответственно, в первую очередь, конечно, будут выявляться те нарушители, которые нарушают места, да, выезда на природу. У которых в неположенных местах Да, остановились. которые в неположенных местах. Во-вторых, также у нас планируется применение беспилотных летательных аппаратов для выявления уже, которые, ну, не по, так сказать, окраинам дорог размещаются, а для выявления где-то уже в лесном массиве. Вот такая работа у нас планируется с 24 апреля. А вот беспилотники, они как, ну, то есть вот засек беспилотник, там какой-то неустановленный огонь в неустановленном месте. Информацию передают. И что, и тут приезжает тут оперативная группа, и... Ну и да, я сразу скажу, не то, что приезжает. Во-первых, беспилотные летательные аппараты, они применяются этими группами, будут применяться этими контрольно-надзорными группами. Ну, конечно, не во всех районах, где это возможно. То есть, по сути, при выявлении, конечно, уже сразу непосредственно будет на это место направляться патрульно-надзорная группа для применения мест. Хотел добавить, да, то есть у нас немножко полномочий как бы различимы, да, в то же время на территории лесного фонда также имеются оперативные группы, куда входят инспектора лесного надзора, инспекторы экологического надзора, представители органов надзорной деятельности, то есть это инспектора МЧС непосредственно, ОМВД. И мы со своей стороны смотрим, чтобы нарушений было в лесном массиве. Группа, которую Александр озвучил, они в основном вот в городском округе, то есть там, где массовое скопление. Где мы проверяем, обычно такой массовости нету, но, как бы сказать, причины возникновения у нас одинаковые, они могут
быть как на той территории, так и на нашей. То есть ваше ведомство это в основном именно про лес, про природу, да, территория про... лесного фонда, оно вот территория именно что лесного и фонда. разграничивает. Оно Это и природоохранные тоже законодательно территории, да? разграничено, да, соответственно. То есть, И там ведь тоже абсолютно разные, разные меры, я насколько понимаю, если просто территория лесного фонда или если это природоохранная, например, зона. Ну да, Да, абсолютно там верно. во много раз жестче. И жестче, а в некоторых просто на Уголовная особо ответственность, охраняемых да? природных территориях просто положением об этом природной территории вообще не допускается использование открытого огня либо костров. Поэтому за этим все смотрим. Плюс немаловажный фактор вот этих весенних пожаров, у нас еще охота открывается. То есть у нас все вот на вот это майские праздники, охота, дачный сезон, оно все как бы накапливается, концентрируется. И вот наша задача как раз не допустить возникновения как ландшафтных пожаров на землях сельхозназначения иных категорий, так и в лесу. То есть, если вот даже взять в пример 2021 год, сложный, да, во всех отношениях с лесными пожарами, если его проанализировать, то как раз вот момент и был, что в мае были упущены где-то ландшафтные пожары, которые зашли в лес и на себя приняли, то есть все силы и средства, в которых, ну, скажем, пожары были большие, то есть силы увязли, и когда добавилась грозовая активность, мы уже не могли реагировать оперативно на вновь возникающие. Отсюда вот получилась катастрофическая ситуация. А ландшафтные пожары, это вот сельхозпалы вот эти так называют, с этого начинается? Ну, В основном. скажем так, мы, если их вообще категорировать, да, то это все пожары, они относятся к природным. Но законодатель разделил. Есть ландшафтные пожары, это на землях иных категорий, то есть на землях населенных пунктов, на землях сельхозназначения, на иных категориях, на землях промышленности. И лесные. Да, а лесные это на территории лесного фонда. То есть, по сути, его отличить, то есть он один и тот же очаг, его можно интерпретировать. То есть он, проходя, может быть вначале ландшафтным, потом стать лесным и наоборот, выйдя в иные категории, стать ландшафтным, если он из леса вышел. И получается, отвечают за него разные ведомства? Да, абсолютно верно. Да, то есть мы отвечаем за те территории, которые не входят в лесной фонд. Но, как часто у нас бывает, начинается пожар на одних территориях и переходит уже в лесной массив. А вот как чаще, кстати, бывает, пожар из лесного массива переходит на, или наоборот все-таки? Наоборот, конечно. То есть человек... Человек, да, в первую очередь, в первую очередь. причина, она же все, как бы люди, они привязывают это к населенному пункту. То есть скопление людей у нас, ну, считаем, да, населенным пунктом и прилегающая инфраструктура, то есть дачные поселки, сенокосы. Это все, оно рядом с населенными пунктами. И в основном пожары возникают первично там, и уже потом, ну, по развитию своему приходят уже на территорию лесного фонда. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос нашим гостям можно, позвонив в студию по телефону 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Ну вот все-таки, раз я про сельхозпалы заговорила, хотелось бы вот уточнить. Это вообще разрешено или запрещено, или разрешено где-то, или запрещено для всех? Как для нас это боль, сельхозпалы, позвольте, я начну. Для нас, как Министерство экологии, именно курирующие... Вы бы их запретили лесное вообще? Отношение, они у нас как бы и запрещены, потому что на территориях лесного фонда они и не производятся. То есть это как раз пожары с иных категорий, которые приходят. Если анализировать законодательство, то полный запрет, он прописан в нормах в противопожарном режиме, что выжигание сухой травы неконтролируемо, не согласовано, безнадзорно, оно запрещено. Если вернуться, скажем так, в прошлые годы, как многие любят вспоминать, мы раньше к своим колхозам жгли поля, никаких проблем не было, но раньше было по-другому немного. То есть каждый сельхозпал, он контролировался, были люди, была техника, а на сегодняшний день это все под запретом, и он получается как, ну, теневой, грубо говоря, в тени находится законодательно, люди все равно свои сельхозугодия поджигают, чтобы быстрее, якобы у них зеленая трава, сочнее будет.
поджигают, но и стараются там не находиться, как обычно. То есть если раньше контролируемые, вся эта бригада, которая затеяла это мероприятие, они все на месте. А сейчас поджег, ушел в кусты, спрятался, грубо говоря, а мы уже имеем дело с термоточками, которые спутник отследил, приезжаешь на место, там никого нет, и у нас, грубо говоря, проблема. Хорошо, если сил хватает ее локализовать там на малых площадях. Ну а там штраф какой-то серьезный за сельхозпал вообще? Штраф, да, серьезный. То есть если на территории лесного фонда за выжигание хвороста, лесной подстилки от 30 до 40 тысяч. Для граждан. Для граждан. Для граждан. А если... Но в то же время, да, я хочу просто еще дополнить, что в большинстве случаев, когда огонь переходит уже на землю лесного фонда, это уже становится предметом уголовного дела. Потому что у нас очень буквально маленький ущерб должен быть для уголовного дела. 10 тысяч всего лишь. А 10 тысяч это очень мало для лесного фонда. Потому что есть определенная такса для расчета ущерба при лесном пожаре. И то есть, как вот у нас показывают дела, которые уже возбуждали, которые мы вели уголовные дела, и в том числе доводили до суда, эти дела проходят. Прокуратура их утверждает, суды рассматривают. Но мало того, что я скажу, что там штрафы довольно-таки серьезные, от 200 тысяч, плюс потом прокуратура еще подает иски о возмещении непосредственно ущерба нанесенного лесному фонду, плюс ущерба, который затрачены на тушение пожара, и там миллионные суммы. То есть вот я буквально скажу, что у нас вот в этом году уже вынесли иски, вернее решения по искам прокуроров, где с граждан были взысканы суммы 900 с чем-то тысяч рублей, ну то есть довольно значительные суммы. С граждан, а не с предприятий. Да, это с граждан, потому что гражданин виновник лесного пожара. То есть наказания довольно-таки серьезные. Да, и в дополнение, да, хотелось бы также отметить, что люди считают, что вот он сжег, да, и вроде как ущерб никакой не привнес, вроде. А от его действий пошел лесной пожар. И правильно коллега отмечает, да, что размер ущерба он устанавливается именно ставками платы, да, то есть за погибшую древесину. И там очень такой коэффициент серьезный. То есть если есть виновник, то он умножается на 50. То есть там достаточно выгореть небольшой площадки с деревьями, которые погибли, то в принципе вот эту вот планку перехода от административного к уголовному, он там момент переходит, и практически все дела, они идут уже в рамках 261 статьи Уголовного кодекса. А насколько легко выявить виновника? Ну, здесь трудности, конечно, есть. Но я тут хотел бы добавить, да, мы пошли, скажем так, новшество у нас от нашего федерального органа исполнительной власти Рослесхоза. На сегодняшний день мы собираем реестры собственников земель, прилегающих к лесному фонду. И, соответственно, нам сейчас проще будет искать, устанавливать лиц причастных, то есть если это твои сельхозугодья, если на них случилось, то, ну, поверьте, к вам первому придут органы дознания, да, разбираться, причастны вы или нет. Это упрощает работу в разы, и я думаю, что для профилактики для граждан мы тоже со всех площадок стараемся об этом говорить, чтобы было понимание. Ну и сейчас тоже и земельный кодекс, все же подводится к тому, что все должно быть оформлено, у каждой земли должен быть свой хозяин. Но тут же и роль муниципалитетов, наверное, в этом тоже есть, потому что, ну, я так понимаю, что многие же ведь, ну, в улусах, допустим, по старинке, они же сами берут, собирают и жгут. Ну, это доводим, мы у нас, мы уже как бы в подготовительный режим вошли, у нас еженедельно проходит оперативный штаб, где мы как раз с органами местного самоуправления, с ГУМЧС проводим вот эти совещания, где ставим определенные задачи, в том числе по профилактике, по работе с населением, а также задачи как в нашу структуру возложены эти по пропаганде, по противопожарной профилактике. И также я думаю, что у вас точно такая же работа проводится с населением непосредственно. То есть мы раздаем обязательства, памятки, разъяснения. Ну и плюс у нас еще граждане, ну не только граждане есть, да, то есть у нас есть еще лесозаготовители, арендаторы лесных участков. Мы еще с ними проводим точно такую же работу, направленную, чтобы не допустить именно лесных пожаров на арендованных участках. Но есть же какие-то организованные, то есть вы сказали, что неорганизованно нельзя, вот без там соблюдения правил, а есть какие-то организованные тогда опалы?
Пока что оно законодательно не урегулировано, нет единого положения, нет единого порядка. Если говорить про лесной фонд, там это запрещено. Ну, категорически, в общем, запрещено. Запрещено это осуществлять гражданам и другим юридическим лицам. Но у нас есть государственное задание, где мы проводим эти профилактические выжигания. То есть специализированными организациями, такими как Якутлесресурс, где есть силы, средства, техника специализированная. Но все равно наши госзадания последние годы мы переносим на осень, чтобы даже вот в этот период, как, во-первых, говорит, не дразнить людей, да, которые традиционно привыкли проводить, ну, таким образом очистку, да, своих сельхозугодий. То есть мы проводим это осенью. И, соответственно, все термоточки мы уже понимаем, что это не профилактические выжигания какие-то, что это уже идет в результате нарушений. По землям сельхозназначения, ну, я думаю, что коллега разъяснит, как там происходит. Да, здесь, согласно правилам противопожарного режима, на большей категории земель у нас выжигания вообще запрещены. В том числе это касается земель населенных пунктов, землей рекреации. Допускается при определенных требованиях, установленных правилами противопожарного режима, допускается выжигание, но там требования очень-очень жесткие. Во-первых, вокруг этого участка должна быть проведена минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра. Во-вторых, должно быть окарауливание полностью до момента тушения, пока весь огонь потухнет. В-третьих, должны быть первичные средства пожаротушения. И, еще раз подчеркну, если введен особый противопожарный режим, это все запрещено. Ну, в общем, скорее нельзя. Да. Нельзя, скажем Нельзя. так. Да. Нет, а бывает так, что вот если там, я хочу сжечь, я не знаю, ну, старую траву не у себя на участке, допустим, а там, ну, я фермер, да, вот есть у меня какой-то участок. Я могу куда-то обратиться, сделаю на тракторе своем полосу минерализованную и все? Или мне нужно куда-то обратиться, чтобы мне в лесресурс, там, чтобы мне нет, я правильно думаю, всё что, сделали? во-первых, надо определиться по категории земель, то есть к чему они относятся, земли сельхозназначения, там, земли населенных пунктов, это, либо это лесной фонд. То есть если лесной фонд, то это ограничено. Допустим, это не лесной фонд однозначно, но у нас же есть земли, которые вот сельхозназначение или жилой фонд, вот именно под городом, допустим, да, или где-то вот, которые переносятся сейчас из одного фонда в другой. Вот, ну, допустим, это сельхозназначение, а у меня там, ну, дом, участок и так далее. Ну, вот бывают же такие случаи. Ну, действующим законодательством порядок согласования не предусмотрен. То есть мы, как Главное управление МЧС России по республике, не даем никаких согласований. То есть у нас, нашим законодательством, это не предусмотрено. Ну, короче, нельзя. Да. В общем, Нельзя и нет, и нельзя, точка, и точка, не жгите. И тоже хочу добавить, что на самом деле это заблуждение, что якобы выжигание травы способствует чему-то, да, хорошему росту. То есть есть научные исследования, которые показывают, что это все заблуждение. И существует реальная угроза переходу огня в лесной фонд и также на населенный пункт. Там даже сжигая поле, да, допустим, когда мы говорим про большие площади, да, то в этих полях и гибнут практически все млекопитающие мелкие, которые находятся, гнезда, которые высиживали, да, дичь. Плюс идет выброс СО, то есть, ну, сейчас немаловажно, да, наверное, все слышат, да, что на повестке стоит углеродный вопрос, углеродный след, изменение климата, это все этому способствует. Плюс, смотрите, если бы пожнившие остатки эта трава перегнила, то мы получили бы гумус в будущем году. А сжигая его, мы, грубо говоря, вот эту органику всю теряем, и, то есть почвы я так считаю, что они больше истощаются. То есть они насыщаются, но насыщаются минеральными веществами. И плюс не стоит забывать, что республика относится к территории, где распространена вечная мерзлота, и в связи с изменением климата также
воздействия вот этих всех палов, как лесных пожаров. Я не говорю конкретно за сельхозпалы, да, то есть вообще вот этот огонь, природные пожары, они вносят свою лепту в изменение ландшафта, то есть сгорает подстилка, открывается почва, которая, или пески, да, которые сильнее прогреваются, и мерзлота на более в глубоких слоях начинает протаивать. Это вот тоже надо учитывать, и вот хотел бы, чтобы граждане тоже об этом немного задумались. А упуская вот эти, скажем так, неконтролируемые палы, да, когда они в лес уходят, но я не думаю, что вот центнер сочной травы действительно будет стоить сгоревших 1000 гектар, как в 2021 году. Представьте, миллионами мы уже считывали погибшие территории. Ну, то есть мало того, что нельзя, еще и пользы никакой. Это просто вот такое многолетнее заблуждение, что ли, получается? Я думаю, что Почему вот люди так да, думают, что это? все говорят, что вот по традиции, но, говорю, не учитывались изменения климата. То есть если раньше весна позже приходила, и допустим, получалось, что аласы оттаивали, а в лесу еще стоял снег, да, и то есть, как говорят, и когда мой дед поджигал, то огонь-то он возле лесного фонда он и останавливался. А уже там снег еще был. Да, а сейчас вы сами замечаете, что весна дружная приходит. То есть если тает, то тает махом и везде. Ну, вообще леса в Якутии занимают, если я не ошибаюсь, 82% территории. И вот про 2021 год вы неоднократно упомянули. В 2022 году количество лесных пожаров уменьшилось по сравнению с 2021 годом. В 3 раза примерно, площадь пройденная огнем уменьшилась. Это связано, наверное, в том числе и с тем, что меры были приняты, да, и в этом году нам чего ожидать вообще? Синоптики вроде бы ожидают жаркое засушливое в этом году, лето предсказывают. если брать саму подготовку к сезону, мы заходим по финансам, в принципе, в том же вооружении, что и в 2022 году. Но в 2022 году мы по сравнению с 2021 мы нарастили силы, средства, техника. Самолет целый появился, который осадки вызывает. Да. То есть в сегодняшний сезон мы заходим группировкой порядка 1200 человек. То есть также авиация остается, также остается зондировщик, также остается искусственное вызывание осадков с целью снижения классов пожарной опасности. Плюс 2021 год поставил, скажем так, работу над ошибками, посмотрели, да, то есть сейчас идет полное взаимодействие с органами местного самоуправления, заинтересованными органами исполнительной власти, с МЧС России. То есть уже мы работаем, считаю, что как единый организм. И плюс в 2022 году был первый год, когда профилактические выжигания, то есть наши, которые контролируемые по госзаданию, мы перенесли на осень, это раз. И плюс также шел постоянный запрет, разъяснение, что сельхозполы запрещены. И получается, у нас май прошел на низкой горимости, соответственно, у нас не было таких проблем серьезных в июне. Но не стоит забывать, что и от погоды мы очень зависимы. Если рассматривать долгосрочный прогноз, на который нам на 2022 год дали, то как бы не очень спокойное лето нас ожидает в части того, что засуха, высокие температуры на большей территории республики будут, начиная с июня и до августа. Ну вот все еще говорили в тот год про сухие грозы, что вот едва ли не главная причина это сухие понятие грозы. сухих гроз тут долго и много можно спорить о самом понятии, да, сухих гроз. То, что высокая грозовая активность, да, мы подтверждаем. Мы в 2022 году отрабатывали с грозопеленгацией, мы видели действительно, где эти грозы, в каком они масштабе происходят. То есть если у нас грозы начинаются, то это серьезный момент, и еще не было ни одного серьезного грозового фронта, чтобы он не стал причиной лесного пожара в том районе, где буйствовал. То, что имеет в виду сухие грозы, это понятие абсолютно другое. Это когда разряд происходит вообще без туч, без облаков, то есть это из-за мелкодисперсной пыли, каких-то примесей в воздухе происходит разряд, просто он может среди ясного неба быть. Вот как в понятии. А мы говорим про грозы, которые фронт где-то без осадков, то есть разряд происходит, но с грозовыми тучами.
Мгм. А вот расскажите, как во время тушения лесных пожаров вы взаимодействуете? Вот сказали, слаженный процесс, уже отработано. Как это происходит? Но в первую очередь мы встречаемся как раз на границе лесного фонда и земель населенных пунктов. И их основная задача — защита населенных пунктов. Но я думаю, что Да, Александр у нас расскажет. ежегодно значит, разрабатывается план привлечения сил и средств. Ну, как уже сказали, да, наша основная задача — это, конечно, защита именно населенных пунктов, а также объектов, которые расположены в населенных пунктах, а также рядом непосредственно с населенными пунктами. Да. Это СОТы, детские лагеря, то есть объекты детского летнего отдыха. То есть в первую очередь вот как раз наша деятельность сейчас направлена именно на предупреждение, на защиту данных объектов. То есть сейчас у нас как раз проводятся проверки населенных пунктов, СОТов и объектов детского летнего отдыха по подготовке к пожароопасному сезону. То есть проверяется как раз противопожарное расстояние, там, подготовка к обновлению защитных минерализованных полос, противопожарное водоснабжение. Вот такие вопросы, в основном, которые будут актуальны при наступлении пожароопасного сезона. Также у нас заключены соглашения. Допустим, вот сейчас у нас уже заключены соглашения с Амурской и Магаданской областью о привлечении дополнительных, допустим, сил и средств, если сил и средств республики не будет хватать для тушения Ну, вот пожара, как в который 2021 будет году угрожать. тоже же там со Да, всех да, 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 да. Да, ну и областей плюс мы России. взаимодействуем очень часто и плотно это по авиации МЧС, то есть как раз при привлечении тяжелой авиации Б-200, вертолетов Ми-26, это вот как раз по линии МЧС. Но, говорю, самое наше взаимодействие начинается, когда объявляется чрезвычайная ситуация, и чем выше ее ранг, тем, как сказать, сильнее взаимодействие. То есть в некоторых моментах даже мы руль передаем именно главному Да. управлению. Как это было у нас в 2020 году, когда тут прилетал первый заместитель министра МЧС, когда уже было определено, что да, ситуация руководит именно МЧС по тушению лесных пожаров, хотя это по сути не наша епархия. Но это же у нас все решается в том числе на заседании КЧС и ОПБ республики. Если этих сил и средств не хватает, вопрос уже выносится на правительственную КЧС, где уже в том числе решаются вопросы по взаимодействию и по тушению, непосредственно по, как сказать, определению главенствующего звена в тушении лесных пожаров. Ну, короче, кто будет главный, Да. чтобы Чтобы- разброда и чтобы шатания не не было, было, да, да, Нет, чтобы но был тут в первую один, очередь чтобы был главный один. это еще не значит, как разрулить ситуацию. Главное это еще и отвечать за все ошибки допущенные. Поэтому это достаточно Ответственность, конечно. ответственный момент, да, и поэтому там все это коллегиально проходит. То есть там не так сказал, там ты летишь туда. Это все взвешено, проанализировано. А комиссия ведь она же еще, я так понимаю, решает вообще, вот лесной пожар какой-то могут жить даже и не тушить. Если я правильно понимаю. Да, правильно понимаете, есть... Что там далеко, лететь далеко, есть такие сложно, понятия, можем не от тушить. них еще, как говорится, мы идем к этому, чтобы от этого уйти, но на сегодняшний день мы 100% от этого отойти не можем. Есть территории, которые мы не перекрываем ни авиаотделениями, ни авиацией, ничем, просто в условиях наших расстояний республики Саха-Якутия. Есть такие территории, труднодоступные. На них, да, комиссия принимает решение, если лесной пожар привнес ущерб меньше, чем предварительный расчет затрат на его тушение. То есть, если затраты больше, то принимается решение. Но с этого года вводится так называемый двойной ключ, то есть наша комиссия принимает, и данное решение уходит в Рослесхоз, где они там на своей комиссии федеральным штабом рассматривают. Если они видят хоть небольшую угрозу населенному пункту либо объекту экономики, то этот пожар будет всеми возможными способами все-таки тушиться. А как вот борты-зондировщики себя показали? Борты-зондировщики показали себя, я считаю, неплохо. Эффективность от них отмечается. Единственное... В этом году будут летать такие? Да, в этом году 80 миллионов правительство республики направило на продолжение, у нас же как идет эксперимент по снижению класса пожарной опасности. Будет зондировщик за счет республиканского бюджета работать. И в мае, в начале июня прибудет зондировщик авиалесоохраны федеральный, который непосредственно воздействие на
лесные пожары осуществляет. Все хорошо, эффект есть. Единственное, все эти мероприятия зависят от наличия облачности. То есть тут тоже, чтобы у граждан было понимание, нельзя вызвать дождь из ничего. То есть для этого должна так называемая ресурсная облачность. Если мы стоим в антициклоне, ни одного облачка нет, то, ну, поверьте мне, ни один зондировщик не поможет. Ну что ж, спасибо вам большое. Желаю вам успеха в вашей нелегкой работе. Нам всем желаю, чтобы мы прожили нормально этот сезон. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.